Ну что, попылили? Погнали. Узнаете ручеечек? Друзья, всем привет. Подзавалило нас, конечно, капитально в этом сезоне. Вообще ужас, что творится. Снега, конечно, море. Короче, ребят, пробиваюсь все-таки я в Верховье, свои точки, свои места. В этом сезоне очень плохой лед на реке. О, тоже связь поймал. И, в общем, надо как-то объезд сделать.
Я сюда уже приезжал, кто смотрел ролик, тот видел, что я не рисканул здесь его пересекать. У меня не было с собой топора, не было пилы. Вот сегодня, ребят, я приехал уже подготовленный. Труба, блин, все деревья завалила, загнула. Я представляю, что дальше будет. Ну, в общем, ребят, хочу пробиться, попытаться. Хотя бы сделать мост, сделать дорогу. Вот. В общем, такие дела. Ну, ручей не глубокий, ребят, но он очень крутой. На мотобуксировщике не совсем будет удобно. У меня 4 метра, Тафалар 600. Я могу воткнуться просто. Вот. И хочу заложить бревнами какими-нибудь. Что-нибудь здесь пильнуть. Вот ольха здесь есть. Ее много. Вот. Так что что-то надо, ребята. Как-то наладить дорогу. Кстати, на заметку, друзья. Вот этот мох весной вода вот доходит вот до такого уровня. Этот ручей превращается в полноводную речку. Вот так пробиваясь, все, блин, на тебя падает. Ветки, снег. Потому что все деревья загнуло. Была оттепель. Сырой снег, все налепило. И, в общем, как-то оно так. Ну вот, сухие вот есть. Что-то будем ронять, ложить туда. Как-то надо сделать ручей. Я просто по карте, друзья, его смотрел сейчас. Он, конечно, очень длинный. Я вот сейчас не понимаю, конечно, маленько. Впереди, возможно, будут еще такие моменты, где нужно будет переезжать. Здесь он узкий, а вот есть вот такие большие расширения. Снегом завалило все, капканы. В общем, будем пробовать. Будем пробовать, ребят. Ну что, доставим пилу, пилим, валим. Как-то оно так. В общем, ребят, последствия рыбалки с Андрюхой, когда ко мне приезжал, был сырой снег. Вот, пожалуйста. Все замерзло. Стартер замерз. Но есть один лайфхак, сейчас я вам покажу. Бляха-муха, приключения начинают. Блин, снега выше колена. Заводим мотобуксировщик.
факт работает, ребята. Три минуты постоял, все отогрелось. Сейчас что-нибудь такого вот попилим. Так, что тут гниловато еще есть? Начинаем укладочку. Такие ветки тоже пойдут. Такие ветки тоже пойдут, ребята. Вот так, сейчас уложу здесь перинку тяжелую сверху, и нормально должны проскочить. Работаем, что? Ну все, ребятки, чуть-чуть поработали, мост готов, вроде как нормально. Терпение, говорит, и труд, все перетру. Как дальше пойду, хрен знает, ребят. Что-то этот ручей петляет, он везде. Я так думаю, что он еще мне встретится, наверное, дальше. Ладно, что, попылили дальше. Снега еще, блин, морозная. Нормально, ребят. Тут только вот колея, блин, машина. Я в нее буду проваливаться. Да, ну сейчас тут вот все завалило, ребята. Надо будет вот так ползать. Ой, блин, вообще кошмар. Эх, блин. Открой ворота.
куда-то я выскочил. Тут косачи, наверное, по-любому. Кстати, кто-то спрашивал, как в Пухляк. Да легко, ребята. Снега уже больше колена. 600-ка, конечно, король Пухляка. Я имею в виду в плане мотобуксировщиков. Так, я выскочил на реку. Но это не мой берег. Мне надо дальше, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну а чё? Тут тоже, вон, видите, какая река. Как ты по ней пойдешь? Я еще не знаю, что ждет меня, ребята, дальше. В моем повороте. Вон, смотрите, тут вода стоит. Ой, красота, конечно. Ну, тайга такая снежная, блин. Ух ты, нифига. Сейчас меня ждет тут кусты. Ждет тут меня прикол. Короче, ребятки, поползу потихоньку. Потихоньку ползем. Вперед. Нашел их, вон они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9 штук. Вон еще один. 10-й. Я сказал, что здесь будут. Они такие места любят. Вот я ползу до своего поворота. О, да их тут поболее, ребята. Сидят красавчики. Так, это что у нас? Это у нас кто? Смотрите, ребят, красота, сидят. Сейчас поближе поснимаю. Вот техника работает, не улетает. Штук 15, ребята. Черныши. Я опять выскочил в реке. Не могу понять, где я. Походу, ребят, это не мой поворот. Так. Да, вот тут, говорю, непонятно. Нет, это, скорее всего, не мой. Не мог же я уже его проехать. Обрыв. Не могу сориентироваться. Нет. Мой, скорее всего, дальше, ребята. Мой, скорее всего, дальше. Блин, сидят вообще в упор. Ну как в упор? Метров 70. Не улетают. С мелкашки можно было бы забрать уже. Так, что дальше получается, да? Ползем. Вон, улетели. Наконец-то. Да. Я тоже пока не могу сообразить. Ни хрена, ребята, не туда куда-то заехал. Какое-то болото. Ё-моё, где я, блин? Чё я, куда уехал уже? Я, походу, проехал, что ли? Ё-моё.
Возвращаюсь обратно. Буду смотреть. Скорее всего, я, ребята, проехал свой поворот, я дальше уехал. Зимой непонятно. Тем более я обычно все по воде хожу, на лодке. А здесь ракурс другой. Но снега, конечно, кошмар, ребята. Ну, похрен, 600-ка прет. Ё-моё, блин, а. Видите, ребят, найти не могу. Надо куда-то залетать. И будет мой пляж. Короче, я, оказывается, на снегоходе-то путешествовать не готов. Нужен навигатор какой-то. Ёпа-мать, бля. Нет, я опять куда-то лезу. Не туда. Прогал должен быть. Должен я заходить. Ай, бля. Чё это? Это где вообще нафиг? Ты на реку хрен слезешь, прям. Обрыв. Не может же дальше еще, а? Или может? Вот я. Мне нужно вот сюда. А как зайти сюда я не могу. Я вот проезжаю. А мне надо туда, что ли? Или мне надо вообще сюда? Так, это вот. Мне надо сюда. А, бля. Что-то, ребят, я, короче, заплутал. Где прогал-то мой, ё-моё. Так, какой-то ручей, походу. А лишь бы тут не увязывать нахрен. Вообще загреб нахрен. Открой ворота. Едет басота, бля. Я что-то вот походу заплутал. Не, нахрен, это что-то я вообще не туда поехал. Вот называется. Блядь, кнопку еще нажал. Стоп, двигатель. Че-то ты, Викторович, куда-то не туда попер, походу. А может и туда, а может и не туда. Ёпа мать. Да. Так. Что тут нажалось? Чека, что ли? Бля, чеку порвал. Безопасности. Ёпа мать. Еще может не завести сейчас. Ты по хрену ему, блядь.
Да, ребята, такое себе, конечно. Ну, мать, куда я заехал-то вообще? Ладно, будем разбираться. Ребята, я разобрался. Блядь. Я нашел свой угол. Пришлось, конечно, повозиться. Ну что, нормально, как обычно, вода. Победа, ребята. Вот это да. Охренеть. Вот хорошо там, ну, интернета не было, так чисто в Google посмотрел, вижу, что поворот, ну, это ладно по прямой, а когда вот река вот так петляет, то ни хрена не поймешь. Ну вот, ребята, место под комбайны, моя точка. Будем пробовать, ребята, будем пробовать. Фу, чай охота. Навозился я, блин. Там так, не знаю, обратно еще как, хрен знает. Ну, вроде как понял. Там просто напетлял, обратно бы выехать. Обратно бы выехать. По реке-то что, пошел. А по тайге уже не так. Ладно, чай пьем и начнем. Время потерял кучу, ребята. Уже время 11 час. Выехал 8. Мосты, не мосты, плюс далеко очень. Ну, красавец, ребята. Прет как танк. Прет как танк. Вот скажите, на какой мотособаке вот так можно ходить по лесу? В пухлях, в целик. Снега много. Ну, вот. Я тоже думаю, что не особо на многих ты и походишь. 600-ка плюс толкач просто решает.
Так, друзья, на реке уже был. Очень много песка, очень много шуги. Лишь бы это место, ребят, зашуговано не было. Если она зашугована, это все край. Это вся работа. Все будет на смарку. Просто. Сейчас, в общем, ищу самый береговой, то бишь, чтобы была глубина хотя бы сантиметров 70 подо льда. Здесь у нас идет пляж. И потом будем перекрывать речку. То бишь через каждые 2 метра будет комбайн стоять. Нам надо найти начало. Фишка в том, что глубина глубиной, но должно быть течение, ребят, чтобы косу могло затащить под лед. Коса из 3 крючков. Снизу на конце грузик, дробинка, грамм или 1,5, не помню, наверное, 1,5 грамма. И вот она должна подхватить течение, ее должно утащить. Вот нам надо, главное, найти крайний. И от крайнего уже плясать. Вот. Сантиметров 70 достаточно. Очень хорошо работают береговые ребята, именно вот такая глубина. Но должно быть течение. Попадается и лещ, и ясь, и сорога, и налим. В общем, вся рыба, которая есть в речке. Которая клюет на данный момент. Клюет, не знаю, клюет, не клюет. Главное, чтобы не было здесь шуги, ребята. Если будет шуга, то все. Считай, пиши пропало. Конкретно. Вниз я весь просмотрел. Там все зашуговано. Я там даже и поставиться не смог. Так что такие дела. Все. Главное найти береговой и чтобы не было шуги. Я прям очень переживаю, ребята. Похрену уже на время. Похрену уже на утро, на утренний клев. Это понятное дело. Лещ, налим тоже. Это вечер, ночь, раннее утро. Тоже сейчас мы, возможно, и поклевок не увидим. Главное, пробил дорогу. И главное, что если место будет, что можно сюда приехать с ночевкой порыбачить. Здесь, если чуть повыше место, чуть пониже есть шикарное место под жерлицы. Я сегодня тоже жерлицы взял. Ну, задача прям охота именно на комбайны, ребята. Комбайны, червь. Вот. Ладно, ребят, давайте. Будем пробовать. Шуги, ребята, нету. Это уже радует. Есть, конечно, камни. Ладно, полбеды. Так, сейчас быстро смотрю течение. Ну, а потом покажу уже, ребята, мои комбайны. У меня каждый комбайн в пакетиках. Так, это у нас гоночки. Это у нас донки. А так непосредственно, ребята, вот сам комбайн. Простая удочка. Простая удочка. И вот так коса, ребята, у меня. Она у меня, ну, на такую мотовилку сделана, чтобы ничего не путалось. Три крючочка. Так, вот у нас первый пошел. Главное, чтобы его потащило. Главное, чтобы его потащило. И вот тащит, ребята. Все, огонь. Первый ставим, значит. Обязательно лунки, ребят, надо подискосок бурить. Потому что когда при проверке
Вот видите, уже крючок зацепился. При проверке крючки не зацеплялись. Надо будет палочку еще вырубить специально. Блин, зараза. Все. Достаем, ребята, червей и погнали. Посмотрим глубину. Возможно, еще даже туда уйду, ближе к берегу. Отлично. Ну, давай, Викторович, делай красиво. Так, ребят, ну чё, вроде нормально, шуги нету. Лунку подыскосок. И вот здесь такую кашу делаем, туда будем втыкать удочку. Она на морозе пристынет и все. Никуда не денется. Так, там хорошо подхватило, значит можно еще к берегу. Спокойно. Ну и погнали. Разные, ребята, у меня. Разные у меня удильники. Вот. Это удильник прям непосредственно под балансир. Что леска тут надо прибрать нормально. Удильник под балансир. То бишь у меня разные, говорю. Вот такой жесткий кивок. Есть вот эти чупа-чупсы. А есть вот прям такие. Вот так вот мы его ставим. То бишь он прямо, когда рыба у нас садится, должен быть загиб. Ну и пошла коса. Регулирую я ее стопорками. Скользячий груз. Вот. И все. И 3-4 поводочка, ребята. 3-4 поводка. На конце я раньше ставил мормышку. Что-то не нравится мне на мормышку. Ну, такого грамм 1,5. Начал ставить обыкновенные крючки и просто цепляю дробинку. Так, я думаю, здесь потащит без проблем. Так что насаживаю. Червь до дробена. Жирный, мощный. Вот, по одному. Червь большой. Вот, грузик. Все, пошел. Второй поводочек сразу же недалеко. Крючки тоже разные. Смотря какую рыбу ловите. Вот этот мелкий у меня крючки. Ну, сорогу, ельца можно ловить. Чуть побольше крючки на изя уже. Смотря кого ловить. Так. Следующий поводок. То бишь как перемет, ребята. Как продольник. Ну, снасть очень ловчая. Так. Где-то у нас голова здесь. Так. Все. Здесь у меня 4 поводка, да? Вот. Грузило мы будем примерно вот так выставлять. Еще поводок. Ну, как раз береговой. Мелкий. Мелкие крючки здесь у меня. Как раз тут и сорога, и елец. Может, и окунь. Вот. Все. Затащили. Вот. Ну, примерно вот грузил, ребят, от поводка. Смотрите сами, где-то вот так. Все, и обязательно скользячая. Это здесь противозакручиватель, я его отрезал. И грамм 12 простой грузил. Чебурашка. Все, грузил вот это на дно. О, все. 1,5 метра, наверное, даже, ребят. Здесь. Так что можно еще к берегу выйти спокойно. Вот такая, ребята, снасть. Когда рядом рыбачим, можно бубенчики сюда крепить. Вот. Так что я еще мотобуксировщику, ребята, сделаю один
конкретно в пакетиках ложу. И вот такая вот мотовилка, чтобы поводки вот этот не мотать на удочку. Запутается все. Вот так сделал. И все конкретно. Нормально. Ну вот когда рыба, ребят, приезжаем, у нас вот так должно все это дело происходить. Так, ну что, бурю еще туда. Так, друзья, ну что, комбайны поставил. Ну, в одном пятаке я хотел, как бы... Я обычно доходил, ну, чуть дальше даже середины. Но вот за вот этим комбайном, ребята, уже следующий пошла шуга. И, кстати, лед там очень тонкий. Здесь такой нормально, сантиметров 25. А там бурить начал. Жук-жук-жук, все. Сантиметров 10 лед. Офигеть, ребята. Вот такие дела, короче. Ну, 8 штук у меня комбайнов. Вот. Даже ушел туда 4 в ряд. Дальше шуга. Потом чуть-чуть сместился в сторону 3 и еще один чуть дальше. В общем, я так понимаю, вот как течение идет вот так в ту сторону. Вот я, получается, как раз в кромку и встал. Вот тот уже тоже был шугованный, кое-как пробил вроде. Нормально. А обычно по комбайнам как, ребят, работаю. В общем, я ставлю в ряд через каждые 2 метра. Река у нас не особо широкая. Вот. И потом смотрю, потому что какая-то вот именно проход, где-то рыба вот именно ходит. И вот нахожу именно ту полосу, которая мне нужна. И уже потом можно смещать, получается, по этой полосе комбайны. Вот. Ну что только комбайны. Комбайны это, конечно, с кормушкой. Кормят, как его, скажите, я скажу, мормушем. На оби хорошо рыбачат. Я вот попробовал у себя на реке без кормушки, тупо грузил. И в принципе отлично бывает, ловил леща. Ну, чтобы вы понимали, на этой реке зимой вообще не рыбачат на удочке. Я имею в виду, можно, конечно, но в основном у нас на малых реках рыбачат, ловят
сорогу, ельца. А здесь вот конкретно вот поймать подлещика, подъязика, изя, налима. Бывало какие-то года очень хорошо ловил на комбайне, и налимов ловил. Ну, короче, ребят, вот смотрите. Там сантиметров 10 лед, и все зашуговано. Ладно. У меня еще есть доночки, это простые. То есть здесь у нас 3 отвода, а там просто один крючок. А продолжу сейчас туда. В общем, ну этот пятак как-то посмотрим. Ну и потом попрем ставить жерлиц туда. Такие дела, ребята. Да, это все-таки поставушки, их можно оставлять. Рыба секется. Приезжаешь, просто просматриваешь. А так сидеть, конкретно на них рыбачить, ну такое себе занятие. Их надо выставить и заниматься другой рыбалкой, допустим. Вот. Как на жерлице, в общем. Приехал, смотришь, флаг стоит, допустим. Угу. В общем, ну что-то типа с такой истории. Так, ладно, что, прям туда. Попробуем продолжить. Так, тут у меня готово. Спрашивают, как черви перевозишь. Что-то я червей набрал, блин, с дуру. В термосумке, ребятки. Конкретно в термосумочке. Вот. Ну, плюс кофр, ребята, это то же самое. Термосумка. Потому что там изолон внутри. То бишь он тепло держит хорошо. Вот. Все нормально, ничего не замерзает. Кстати, в этом сезоне, ребята, у меня бардак такой у меня. Покатался по лесу. У меня тут, блин, беда. Все попереворачивалось нафиг. В этом сезоне, ребят, вот смотрите, что есть у меня специально под комбайны. Вот такие экраны для утки. В общем, они из Эва сделаны. Ну, для тепла, в общем. Потому что я обычно их засыпаю снегом. Потом поклевка. Надо эту лунку опять почистить. А вот закрыл, снегом присыпал, аккуратно достал, и все ништяк. Вон в такой сумочке 10 штук. То бишь диаметр тоже разный, ребят. Вот. Хорошее решение, я считаю. А потом на ночь уже закрою. Поехали. Так, ну все, кабаньки, давайте. Делайте вещи. Ребята, я прям ее вижу, как она тут интересно замерзла. Водичка видна, даже может какая-то майна, хрен не знает. Так спокойно посмотрю. Говорит, вода стоит, блин, ё-моё. Вон там вода, все засыпано, но вода есть, да. Вода. Вода, водичка. Так, ну что, вот мне плес, друзья. Этот интересует. А вот этот плесик меня интересует. Ну что, поставим, попробуем.
То, что нужно, ребята. За лед зацепился. Самое то. Такая глубина и нужна. Да, хреново, когда только-только заезжаешь. Ни разведок, ничего не было. Вот как-то так приходится тыкаться, смотреть. Ну, давай, брат. Попер. Попер. Попер, бобер. Ну что, по жерлицам, ребят, процесс-то все понятен. Как обычно, двойники. Карась еще, я не знаю, сколько у меня он живет уже. Вожу, взял сразу много. И вот, нормально. Так что что, сейчас косу эту берем, буду тыкаться. Сразу много удок не делаю, потому что надо искать ближе. Сейчас тут должна глубина пойти, надо будет ближе к берегу смещаться. Вот. Ну и все, забираем этот плес. Такие дела. Работаем, короче. Так, ребят, ну что, 8 штучек. Даже комплект не поставил. Вот так получилось. Хорошая глубина, хорошее место. Локация здесь четкая. Думаю, буду продолжать. И фиг там уже. Там начал разбуривать, там все уже шуга. Грязный лед. Вообще бред. Вот. Вот эта жерлица нормальная, ребята. Дальше продолжать. Все, там шуга уже. Тут, потом думаю, дальше тыкнусь. Нифига. Грязище, блин. Ну, 8 штучек, что так, на разведочку. Поставил. Посмотрим. Да, в этом году, конечно, беда на реке. Так, ладно, что. Поехали, может, какой-нибудь комбайн уже загнуло. Снега, конечно, труба, ребятки, навалила. Поклюй ночку. А вдруг, ребята, получится. Комбайн. Нету загибов. Загибов нет. Это что-то загнуло, но он изначально что-то его так течением хорошо подтянуло. Тишина, ребята. Ну, это обычно к вечеру что-то вот такое. Потому что здесь конкретно лещевая точка. Я здесь ловил не раз хороших лещей. Ну и опять же налим. Короче, будет все понятно завтра только, я так думаю. Ну, может, к вечеру. Ну, сейчас посидим, что, пообедаем. Потихоньку. Там бутербродики взял. Надо немножко корыто вымести. Полное корыто, блин. Заправиться, скорее всего, наверное. Скорее всего, наверное, уже бак ушатал. Столько катался сегодня. Пробирался. Вот. Я там местами объезжал. Путик. Потому что деревья валялись здоровенные. Не хотелось пилить. Вот, не знаю, может пропилиться, нормально дорогу сделать. Ну, посмотрим. Сейчас, в принципе, уже не в целик пойду, а уже по своим следам, уже получше будет. Ладно, посидим. Пойдем чай попьем.
лишнего веса, блин. Возишь. О, пустой нафиг. Блин, много не накатаешь сюда, конечно. Пустой. Уф, что-то намаялся, ребята, я. Вообще. 13:12. Нифига, уже второй час. Ё-моё, блин. Вот представьте, да, бы с ночевкой попер. Только тупо поставил снасти. Надо уже палатку ставить. Через 2 часа темно будет. Но сейчас уже денечек немножко уже удлинился, уже поприятнее. Юрина мне тут бутеры сделала. Такие серьезные. Ну, я так и понимал. Без разведки, ребята, делать нечего. Я лучше 10 литров лишних спалю. Ну ему нафиг. Походу старею, ребята. Уже есть опасания. Проверяешь больше. Да. Середина января. Морозов не обещают. Завтра опять потепление. Короче, качели вот такие. Да. В этом году, скорее всего, на реке делать нечего. Тыкаешься, мест нету. Снизу все зашуговано. Это одна из верхних точек моих, но я еще есть выше. Жерличная точка, комбайнская точка. Даже два места жерличных. Там дело прошло, уже очередной лесной поселок будет. Ну, там уже 2-3 человека живут. Вот. Ну что, вот такой сезон дурацкий. Зато снега навалило, мама родная. Ну, может, хоть вода будет весной. Хоть какое-нибудь половодье, может, разольется хорошо. Рыбка хоть погуляет. Ну, танк прет. По хрену. Такие бурелаки там залазил. Ё-моё. Аж самому страшно. Не, нормально. Ну там вот в таком благу, если встанешь, все, и ни вперед, ни назад. То бишь технику все равно надо понимать, ребята.
Такие дела. Полчаса посижу, закопаю комбайны, поеду. А завтра будет видно. Молчат, ребята. Молчат солдатики. В этой суматохе бывает, не замечаешь, ребят, такую красоту. Смотрите, какая красота просто. Очень круто. Вообще. Настоящая зима. Вот только морозов не хватает. Морозы нужны, друзья. Не знаю, может завтра и увидим какой-нибудь загибчик. Ну все, давайте, налимчик клюй, лещок клюй, щучка клюй, завтра поглядим. Все, потопали в путь дорогу. Ну давай. Траншея, ребята. В плане тополара, кстати, вот он хорошо делает дорогу. База длинная, корыто 800 получается. И вот если куда-то буранку проложить, то он прям классно ее делает. Потому что он, вы знаете, вот снегоходы некоторые роют, и буранка получается такая. Скачешь, в общем. А здесь вот он ровненько ее ложит. Прям красота. Здесь, кстати, балаганчик небольшой. Весовка у мужиков. Толик. Вот, короче, так здесь жили. О, даже уже немножко подстыла бураночка, ребята. Такие дела. Ребят, в тайге просто великолепно. Я уже съеду и думал, блин, была бы палатка, я бы реально просто в болоте бы окопался бы и просто заночевал. Потому что очень круто. Но главное глаза беречь. Я уже где-то кручу, подъезжаю. Блин, сейчас еду и сам удивляюсь, как я это нашел. Как я нашел, ребята, этот угол. Вот и ручей. Еще говорят, вот нужны тормоза, не нужны. А вот для таких случаев нужны, ребят. О, классно. У меня мост вообще огонь.
все.
Ребята, всем привет. Ну, как поняли, это уже следующий день. Я уже на точке. Блин, я только сейчас понял, ребят, как это далеко. Вчера что, полз, что. Ну, ничего не понятно. Режешь, лезешь. А вот сегодня, ребята, когда дорога уже есть, я понял, что это очень далеко. Ну и по заправке тоже. Получается, сюда бак, обратно бак. Да. По реке, конечно, вообще намного ближе. Такой круг делаю. Вообще жесть. Ну что, ребятки, не знаю, какие-то вроде как загибы есть, непонятные. Будем смотреть. Вот. А так, долетел с ветерком. Блин, иду селом, в общем, ребята, и будь не ладен, грейдерис, короче, прошел, продрал прям до асфальта. Местами, короче, такие окна, приходится петлять. Ну, так как, понятно, склизы, не склизы. У меня катковая подвеска, то бишь снег не нужен. Но вот корыто страдает. Вот, хреновые дела. По дороге что, рябчика поднял с лунки прям. И очень огромная сова или филин был. Не подпустил, так бы поснимал бы его, красавца. Что, поехали, посмотрим, может что попалось. Сегодня ветерочек. Ну, сегодня потеплее. Выезжал, минус 5 было градусов. Минус 5. Так. Червячки. Червячочки. Скорее всего, ребят, буду оставлять. Ну, сейчас посмотрим, что у нас покажет вообще в целом. О, вода замерзла. Вот по реке был сделать, ребят, дорогу. И вот сейчас их ходи не хочу. Все колом он замерзло. Что тут у нас? Ну вот этот прям, ребята, что-то прям загнут вообще капитально. Тот загнут. Но опять же это чупа-чупсы. Они сами по себе мягкие. Может, трава какая-то набилась, течением тянет. А вот эти стоят как вкопанные. Ладно, что, будем все равно проверять все, смотреть, потому что мелочь может поела, еще что. Вот этот прям интересен. Что, нормально, не замерзло? Я вчера эти проставки не стал ставить. Что-то думаю, ладно, закопаю просто. Если бы рыбачил, ну, стоял бы с рыбалкой, то поставил бы. А так, думаю, быстренько. Просто интересно, вообще тут есть какая-то рыба, нет? Может, тут края зашугованы, так вообще никого нет. Может, рыба не заходит сюда из-за шуги. Потому что там шуга. Такой, как типа остров. Ладно, посмотрим. Какая-то рыба, что ли, ребята. Первый поводок. Ух ты, блин. Это налим, ребята. Смотри, какой налим, ребята. Жесть. Я замотал тут еще. Налим. Первый налим сезона. Что мне сейчас с тобой тут делать, друг мой? Как тебе тут отпускать, блин? Засранец ты такой, а? Ну, ты мне тут нафиг не нужен был. Понимаешь, что червячки-то вкусные. Дробенчики. Опа. Давай, бродяга, иди домой.
трава замотала все, ребята, тут. Какая-то трава непонятная. Так, ну все. Ну вот, ребята, первый комбайн, первая рыба. Третий комбайн. О, грязище-то. Грязище, ребята. Море. Это трава и мох какой-то. Первый поводок. Второй поводок. Третий и четвертый. Все вроде даже в идеале, я бы сказал. Что-то подзапутало тут чуть-чуть косу. А так все четко. Вот так вот. Поехали. Да, ребят, смотрите. Черви в идеале. Никто не подходил. Вообще. Даже менять не надо. Все четко. Вот как-то так. Так, тут-то что у нас загнутый такой чупа-чупсик-то, а? Что-то у нас загнутый такой. Прям хорошо загнутый. Не пойму, подмерзло что ли с краю. С краю подмерзло. Снегом засыпал. Видать, леску прибило сюда. В угол и подмерз. Сразу ледик отобить надо. Вот так вот. Ну что, смотрим, не знаю. Ё-моё. Травы-то, ребята. Грязище. Первый поводочек нормально. Второй поводочек. Что-то ели кто-то. Ё-моё, ребята. Смотрите, ну это вообще жесть. Это еще меньше, чем тот. Охренеть, бля. Куда вы? А где крупный? А где крупный? Да. Офигеть. Налимы, блин. Подлещика странно нету. Ну, конечно, не дело. Что тут у нас? Что-то кто-то вон теребонькал. Чуть по чуть. Такой же налим нафиг. Блин, жесть. Ну ладно. Как-то так.
Ни одного подъема, ребята. Глухозимие начинается, что ли? Остановился, ребят, попить чая. Ну вот, как-то оно так. Жерлицы вообще, ни одного подъема. Да. Вспоминаю 4 года назад, какая рыбалка была здесь. Четкая. А сейчас с каждым годом все хуже и хуже. Ну, именно зимой. Ну, ладно, что, ребят, оставил еще. Завтра не смогу поехать. Кстати, завтра вас приглашаю домой. Будем готовить тушеночку. Хорошую, я думаю, будет вкусную. Подогнали места мне. В общем, будем заниматься. Ну, кому интересно, конечно. Вот. А вот послезавтра, возможно, сгоняем. Невозможно, а нужно ехать, потому что, ребят, понедельник уже будет, ночью уже будет морозать, а во вторник минус 30. Там все колом станет. Ну, может, подмерзнет хоть что-то. А так будем искать, ребята. Кто ищет, тот всегда найдет. Я считаю, что такие видео нужно показывать. Это как видеоотчет. Постоянно клевать и ловить. Это тоже, ну, не может быть такого, ребят. Может, какие-то блогеры специально там ищут конкретную рыбалку с какими-то трофеями там, и только тогда выкладывают, чтобы удивить народ, показать там что-то. Здесь, ребята, как оно есть. Ну, я очень доволен, ребят, что я нашел место. Кстати, вчера по приезду сразу к Женьку, Женек, говорю, что-то я, говорю, чуть не заблудился. Закачал мне навигатор интересный. Сейчас показать не могу, ребят, телефон дома оставил. Тоже ни хрена себе, поехал. А если что случись. Вот. И, короче, без интернета, который работает. Потому что вот, ну, вот зимой вот так по вот этим. Ну, было очень круто. Мне понравился вчера вот этот заезд. Очень мне понравился, прям, да. В очередной раз радует, что у меня есть такая техника. Потому что, ну, вообще огонь. Вообще. Король пухляка, ребята. Вообще. Впереди корыто делает дорогу, а ему там в счет такой базы 2 метра на 600 остается просто гребсти. И он легкий, как бы, да, это не снегоход. Вот, так что, ну, пробита дорожка, ребята. Так. Как вы, я считаю, где-то что-то, ну, нормал пойдет. Потому что мне думалось, я когда не пробился из-за ручья вот этого, я вот все думал, как-то, блин. Думаю, ну, блин, надо как-то попадать туда все равно. Вот. Вспоминаю рыбалку, как бы, и думаю, надо вот на комбайны подвигаться. И вот, все-таки я пробился, ну вот, пока вот так, ребят, не знаю. В общем, отчет будет все равно, ребят, через 2 дня проверим, посмотрим.
А так что, я полетел, ребята, спешу. Сегодня у нас суббота. Винно-банный день. Вот, в деревне. Надо топить баню. В общем, ну, надо, короче, лететь домой. Вот. Так что, ребят, как-то так. Давайте. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Это ладно. А вот, короче, на азарте, ребят, на азарте. Кстати, косачей зато там нашел. Вот, тоже плюс, ребят. Все, я погнал.